多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，少林。У живущих здесь 5 запретов, которые они клянутся не нарушать. Не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать и не вкушать ничего, что туманит разум. Познав премудрости кулака, можно и дальше жить в монастыре или вернуться к светской жизни. Это упражнение укрепляет руки и поясницу. Ши Хэн Фу сюда подростком привели родители, так сказать, на воспитание. Теперь он старший наставник мужского монастыря, если перевести на армейский манер, замначальника по боевой подготовке. Ши – первый иероглиф в имени Будды и общая фамилия для всех монахов Китая. Хэн – обозначение 34-го поколения, которые ведут свой отчет с 13 века. Фу скорее не имя, а личная характеристика человека и переводится как «несущий счастье». Тренировка с группой россиян для Ши Хэн Фу что-то вроде малого бизнеса. Рядом с монастырскими стенами он открыл свою школу ушу. В основном наблюдает, изредка поправляет. Не словом, делом. Миндальничать с учениками в Шаолине не принято. Но для них это даже не то что бой, а что-то вроде медитации, едва ли точно описываемых духовных упражнений, уносящих мысль не знамо куда. Создатели Шаолини эти тренировки придумали больше не для тела, а как раз для головы. Дескать, вот так вот преодолевая страдания, всякую физическую потугу, дух освобождается. Хочу верить. Дальше. Уроки шаолиньского мастерства. Как проверить древнее знание на себе? Что видят туристы, а что только посвященные? В гостях у послушника. Какое оно самое грозное оружие Шаолиня? И есть ли у монахов монастыря своя особая тайна? Хочу верить. Тот, кто желает обучиться кулачному искусству, должен сначала встать в правильную стойку. В сердце не должно быть ничего, в сознании не должно появляться ни единой мысли. Все спокойно, величественно и смутно, подобно беспредельности великого хаоса. Об этом состоянии нельзя ничего сказать, но мы называем его беспредельным. Так звучит одно из наставлений шаолиньским бойцам. То удар рождается, исходит от земли, то есть стопа, вот настоящая стопа. Далее энергия передается через ноги в поясницу, через поясницу в плечо. Поднимаешь плечо, не работает грудь, расправа, импульс идет. Уже наложилась устойчивость. Стало быть, в элементарном движении выводится из равновесия. И сколько будет? Стойка должна быть очень твердо. На стойку сколько может идти месяц? Месяц? Недель, дней? Лет? Лет? Правильно ставить вопрос лет. Раньше в Шаолине базовую технику изучали 3 года. На самом деле, вот мы занимаемся, мы постоянно возвращаемся на каждой тренировке. Легкость линца мастера обманчива. Мечи из металла и довольно увесистые. Подальше отойдите, а то камеру задену. Чтобы, обладая комплекцией веселого Будды, двигаться почти как в танце, надо так же, как он, повторять эти движения каждый день по много часов 20 лет подряд. Этот неспешный, но полный изящества манер настолько притягателен во всем мире, что стал для многих здешних монахов чуть ли не основной статьей доходов. В принципе, любой желающий может приехать сюда и, заплатив определенную сумму, взять какие-то базовые вещи. Здесь они счастливы, что они как можно ближе придвинулись к Шаолиню, то есть, может, цена там устроила и так далее. Вот. Но вообще это место имеет очень мощную такую харизму, и народ тянется сюда, да.
Теперь Шаолинь скорее крепкое бизнес-предприятие. Правители зарабатывают, продавая земли долины вокруг монастыря. Преподаватели и учителя, тренируя и участвуя в показательных выступлениях, монахи, патронируя ушуистов. В Шаолине сегодня зарегистрировано 2 коммерческих предприятия. Они легко продают сертификаты о фотографировании во всех шаолинских святынях, о якобы овладении якобы закрытой техникой и даже об облачении в монах. Но если вдуматься, эта коммерциализация еще и своеобразная и весьма умелая уловка, позволяющая толпами туристов, а их здесь за день бывает до 15 тысяч, как ширмой оградить подлинную жизнь шаолинских жителей. Никому и никогда здесь не покажут то, как на самом деле монахи оттачивают свои движения. Никому и никогда не разрешат заглянуть в местную библиотеку, где хранятся книги, в которых описаны техники и методики тренировок. Многочисленные шоу-группы настоящих шаолинских монахов, кочующие по городам, в том числе нашей страны, конечно, производят впечатление. Но такие шоу, они едва ли вбирают тонкость всех шаолинских методик. За 15 веков их набралось под 1500. Всякий почти новый учитель впрыскивал что-то новое, свое. Говорят, монахи на самом деле тренируются поодиночке. Вроде вон тех вот, в закрытой части монастыря. А для туристов это что-то вроде публичной молитвы, не больше, чем спектакль. Может быть, именно эта скрытость – повод для сказочных мифов, китайской стеной окруживших самый этими мифами и знаменитый китайский монастырь. Это территория, куда туристов не пускают обычно, только монахи или их редкие гости. Куда мы сейчас проходим, Саша? Сейчас в мое жилище.